Мы, наконец, все воочию убедились в том, о чем говорили достаточно длительное время. Сами эти граждане Российской Федерации, которые здесь то ли работают, то ли выборами занимаются, то ли плакаты срывают, мы их застали, убедились в том, чем они занимаются, по их же словам. И вообще, как получилось, скажем так, выйти на них? Ну, сегодня вы, наверное, все уже увидели в телеграм-каналах отрывки всех этих записей. Ну, нам люди позвонили, инсайдерский, так скажем, звонок был на телефон. Мы приехали, уже достаточно очень много людей было. Все возмущены были. Но насколько было велико мое возмущение. Захожу я в эту аудиторию, и сидит тот человек, который в недавнем прошлом, я рассказывал, я поймал в ЦИКе. Этот негодяй до сих пор находится в Абхазии, влезает во все наши внутренние дела. И что было самое удивительное, выясняется, что он звонит всем депутатам, молодым избирающим, всех вербует, к чему-то там, я не знаю, призывает и так далее, и так далее. Это прямое нарушение наших законов, это вмешательство во внутренние дела Абхазии. Я призываю власти Абхазии, я призываю силовиков наших, чтобы они отреагировали. Слушайте, это не может бесконечно, это как бы продолжаться не может. Более того, наверное, до меня мой коллега, может, рассказал или нет, не знаю, но детей наших, молодых, 14-15 лет, вовлекают, деньги им обещают, чтобы срывали плакаты. Но что самое интересное здесь во всем этом, им говорили, кроме команды Абхазии, срывать все. То есть мы привыкли, что наши оппозиционные срывают, но там вопрос стоял, и Амсахаровские, чтобы снимали, и Айтайровские, чтобы снимали. То есть уже оппозиционных уже не говорю. То есть всех, кроме команды Абхазии. Вот что, чем они занимаются. Деньги платят. При нас им пришлось этим детям заплатить за эту работу. При нас мы видели свидетелей, как они деньги им давали. То есть такое хамское, такое пренебрежительное отношение к стране, к нашим законам. Но это не просто так, им же позволили это сделать. Кто позволил, дорогой ты мой, друг наш, вернись в законное русло и займись своими непосредственно делами. Живи по закону, и народ будет тебя верить. Пока ты не живешь по закону, мы не дадим тебе здесь беспредельничать. Кто бы ты ни был, какой бы ты чиновник ни был, на каком ранге ты находишься. Более того, мы звонили председателю, или как это правильно сказать, команды Абхазии. Так получилось, что Георгий Габуния, да, он от них открестился. Он сказал, мы не знаем таких, это не наши люди и так далее. А как тогда, если не наши люди, у этих, значит, агитпродукция всех кандидатов команды Абхазии, так называемой. Я надеюсь, что центральные избирательные комиссии в районах и в городе на это обратят внимание. Это очень серьезное нарушение. Нам очень много информации в руки попало. Документов. Кто сколько заплатил, кому заплатил, кого поддерживает, как надо себя вести, кто президентский, кто не президентский, кто лояльный, кто не лояльный. То есть народ наш начали, кроме того, что мы и так разделены, они вообще начали дробить. Они молодежь с ума сводить начали. Люди, которые никем не представлены, где СГБ, где МВД, как они допустили этих людей сюда? Это что такое вообще, что происходит? Вы представляете, это не просто помощь кому-то, какую-то консультацию они вели. Нет, они непосредственно вмешались во все наши выборы. В данном случае на выборы городского собрания и районных. Непосредственно. Цифры, суммы, кому что дают, что отдают. Как кандидаты им просят помощи, просят деньги, агитпродукцию и так далее. Вы понимаете, они полностью погружены во все наши выборы. Это недопустимо. Все, что есть, конечно, материал, мы постараемся отдать
нужные, значит, силовые структуры, пусть разбираются. Вы верите в них? Верю, не верю, я хочу в это верить. Мы отдадим. Мы сами, кстати, вы же знаете, да, мы люди государственные, мы позвали им в СКБ, сказали, разберитесь, и этих людей послите восвояси на 10, на 15, на 20 лет, как некоторых наших граждан депортируют с России, вот так они должны быть депортированы. Они отравляют молодежь нашу Абхазию, они инъекции вводят в нашу молодежь. Это недопустимо. Кто их пригласил и кто сегодня отмалчивается и открещивается от них, мы всех знаем, поименно знаем. В каком кабинете сидят, мы знаем, мы все знаем. Так что будьте добры отреагировать и не повторять в дальнейшем таких ошибок.